Если мы говорим об этногенезе казанских татар, то на самом деле основная проблема касается проблемы взаимодействия и взаимоинтеграции двух категорий населения. Как мы знаем, в Казанском ханстве существовала пришлая элита, ордынская элита, скорее всего, ногайского происхождения. Она представлена родами Аргын, Барын, Ширин, Кыпшак, возможно, Мангыт. И, собственно, местного населения, местных элит, представленные местными народами, как, например, черемисы, удмурты, башкиры и так далее. Вот. И, собственно, вопрос касается следующего. Когда была ли возможна интеграция этого пришлых элит с местным населением? По одной точке зрения считается, что эта трансформация происходила и взаимодействие это было. То есть этническое взаимодействие, что в конечном итоге привело к формированию поволжских татар. Другая точка зрения гласит о том, что оснований для этой интеграции не было. Да, то есть эти группы жили изолированно друг от друга. Более того, брачно-родственные связи вот той самой элитарной, пришлой элитной группы, оно находилось в таком на экстерриториальном уровне. То есть браки, союзы различные заключались там, например, с Крымом, с крымскими элитами, с элитами Ногайской Орды, та же самая Сюембике, она, собственно, это дочь ногайского князя Юсуфа, Юсуфбия. Да, то есть и на этом уровне, собственно, скорее всего, взаимодействовала вся элита. То есть такое основание для интеграции, для этнической интеграции вот этих двух групп, так сказать, пришлых элит и местных элит, ее не было. И, собственно, если мы посмотрим на источниковую базу, именно на нарративные источники, то мы, в принципе, увидим о том, что на самом деле таких аутентичных источников, которые исходят из самой среды, мы не увидим, и их окажется очень мало. По большому, даже я бы сказал, по большому счету их нет, потому что основным приоритетом идентичности была не принадлежность к какому-то большому этническому сообществу, а принадлежность к клану. То есть принадлежность к клану, к какому-то роду, это была, собственно, основная форма идентичности. Даже если мы посмотрим на те же работы Рашид-ад-Дина, например, да, мы увидим, что политическим субъектом выступает именно род, а не этнос какой-нибудь. Да? Вот. То есть в Орде, пост-Орды именно родовая идентичность была самой принципиальной. Но если мы посмотрим на поволжских татар с антропологической точки зрения, с этнографической точки зрения, то мы увидим, что именно вот той самой, именно самой важной идентичности, именно самого важного, можно сказать, элемента для ордынской идентичности мы не увидим. Мы не увидим родовой идентичности, мы не увидим родовой структуры, которая, в принципе, сохранилась достаточно хорошо у нагайцев, у казахов, у каракалпаков, башкир и ряда других народов, в том числе и у узбеков, она сохранилась. Во всяком случае, ее можно реконструировать. Здесь же, у поволжских татар, мы не видим этой структуры даже в рудиментарной форме. То есть это, скорее всего, говорит о том, что, скорее всего, этнос формировался в тот период, когда необходимости в формировании, в сложении вот этой родовой структуры не было. То есть, это именно русский период, это российско-имперский период, скорее всего, примерно 17-18 века. И, собственно, в этот период народ этнос сложился без такого характерного признака для Орды. Более того, существует целый огромный, на самом деле, пласт такого мировоззренческого характера, который отражен достаточно хорошо в произведениях фольклора. То есть, в первую очередь, имеем в виду эпосы, исторические предания, то есть такие произведения историко-функционального жанра.
Более того, этот институт функционировал, точнее, этот пласт источников функционировал за счет определенных институтов. В первую очередь имеется в виду институт сказителей. То есть это ЕРАУ или ЖИРАУ, это ССНы. И этот институт очень хорошо сохранился и у нагаев, и у казахов, каракалпаков, башкир. Но он опять-таки отсутствует у поволжских татар. То есть два таких серьезных на самом деле института, как родовая структура и институт сказителей, в принципе, нам позволяет утверждать о том, что этнос как система, как некая культурная система, этнос поволжских татар сформировался в позднее время, уже в новое время, в рамках уже Российской империи, когда необходимости в формировании клановой структуры у поволжских татар и формирования сложного политического мифа не было. И в соответствии с этим, собственно, мы утверждаем о том, что, скорее всего, этногенез поволжских татар происходил в 17 или же 18 веках.